Черный «Мерседес» поднял столб пыли, осевший на кусты смородины. Дверь открылась, и на землю ступила нога в туфли на немыслимом каблуке, который тут же увяз в грязи. Я замер на крыльце, и сердце, старое, изношенное сердце, пропустило удар. Это была моя дочь. Меня зовут Михаил Петрович, и мне 75 лет. Хотя, если честно, последние 5 я бы с радостью вычеркнул, а то и вовсе прожил бы заново. Только иначе. Каждый мой день начинается одинаково. В 5 утра, когда над Ясным только-только занимается бледный рассвет, а в воздухе еще дрожит ночная прохлада, я уже на ногах. Старые кости ноют, напоминая о десятилетиях работы на этой земле. О каждом скопанном гектаре, о каждом мешке картошки, поднятом на спину. Скрипнула половица, потом еще одна. Это мои персональные будильники. Сначала на кухне прошмыгивает Соня, моя средняя внучка. Ей 11. Но в ее глазах уже нет детской беззаботности. Она молча ставит чайник на плиту, достает чашки. Ее движения точны и выверены, как у маленькой хозяйки, слишком рано повзрослевшей. Потом, зевая и потягиваясь, появляется Дима, 13 лет. Он уже почти с меня ростом, плечистый, крепкий. Смотрит на меня, кивает. «Утро, дед». И садится за стол, сразу погружаясь в свои мысли. Последний, спотыкаясь о свои же ноги в пижаме с мишками, которую мы купили 3 года назад и которая ей уже безнадежно коротка, прибегает Анечка. 5 лет. Она подбегает, обнимает мои ноги и сонно бормочет: «Деда, блинов». Я живу ради этих утренних ритуалов, ради того, как Аня смеется, когда я подбрасываю блин на сковородке. Ради того, как Соня, читая мне вслух рецепты старой тетради, поправляет очки на носу точь-в-точь, как ее бабушка, моя Валя. Ради серьезного взгляда Димы, когда он помогает мне с расчетами по молоку и яйцам. Они мой мир. Мир, который однажды рухнул, и который мы по кирпичику собирали заново. 5 лет назад все было иначе. Я был просто 70-летним вдовцом, тихо доживавшим свой век в опустевшем доме. 3 года как не стало моей Валюши, и дом будто ослеп и оглох без нее. Я просыпался в той же пустой постели, пил кофе на той же пустой кухне. Тишина звенела в ушах, тяжелая, вязкая, как смола. Дочь моя Светка навещала меня все реже и реже. После смерти матери она будто отдалилась, замкнулась. Все рвалась в Воронеж, в большую жизнь, говорила, что задыхается здесь, в нашем Ясном. Я не держал. Разве можно удержать ветер? А потом наступило то мартовское утро, разделившее мою жизнь на «до» и «после». Я проснулся, как всегда, до петухов. В доме стояла непривычная какая-то звенящая тишина. Обычно, когда внуки оставались у меня на выходные, с рассветом уже начиналась возня. Я вышел на кухню, чтобы поставить чайник, и увидел его. Белый листок, вырванный из школьной тетради, лежал на центре нашего старого соснового стола, прижатый солонкой. Стола, за которым когда-то собиралась вся наша семья, за которым смеялась Валя, за которым росла сама Светка. Буквы на листке были кривые, торопливые, словно написанные в попыхах. Некоторые слова были размазаны, то ли от слез, то ли от спешки. «Папа, мне нужен шанс стать счастливой. Город ждет. Дети будут лучше с тобой. Прости, Света». 23 слова. Всего 23 слова, чтобы вбить осиновый кол в сердце старика. Я перечитал записку раз, другой, третий. Руки, которые могли удержать на весу мешок с зерном, тряслись так, что листок трепетал, как осиновый лист на ветру. «Стать счастливой», — прошептал я в пустоту кухни. А они — мои внуки. Они не заслуживают счастья. Они не заслуживают матери. Ноги стали ватными.
Я прошел в комнату, где спали дети. Дверь тихо скрипнула. Дима, мой старший, спал на верхнем ярусе двухъярусной кровати. И даже во сне его брови были нахмурены, будто он решал какую-то непосильную задачу. Соня свернулась калачиком на нижней кровати, обнимая старого плюшевого медведя, единственную игрушку, оставшуюся от ее младенчества. А на маленькой раскладушке у окна, раскинув кудряшки по выцветшей подушке, спала Анечка. Такая крошечная, такая беззащитная. Она еще не знала, что ее маленький уютный мир только что взорвался. «Валюша!» — выдохнул я, глядя в потолок. В груди ворочался тяжелый холодный камень. Тоска по жене. Что же мне делать, родная? Как мне быть? 3 года ее нет. 3 года я учился жить заново. Варить борщи, которые никогда не получались такими вкусными, как у нее. Стирать. Даже пытался заплетать девчонкам косы, когда они приезжали. Светка с каждым месяцем появлялась все реже. В глазах у нее была какая-то вечная тоска, поиск чего-то, чего наша скромная земля дать ей не могла. Но бросить детей — нет. Такого я представить не мог. Никогда. Я вернулся на кухню. Снова взял в руки записку, будто надеясь найти между строк оправдание, объяснение. Ничего. Только размазанное пятно слезы и торопливая подпись. «Тебе нужно быть счастливой». Пробормотал я с горечью, смешанной с гневом. А они, Света, они что, пустое место? Молчание было мне ответом. Я сварил кофе, крепкий, черный, как учила Валя. Его горький аромат заполнил кухню, смешиваясь с запахом старого дерева и утренней сырости. Первый луч солнца пробился сквозь пыльное стекло, нарисовав на обшарпанной стене золотую полосу. Я сел на свое место, на старый стул, на котором сидел мой отец, а до него — мой дед. Оглядел кухню. Старая газовая плита, которую Валя так мечтала поменять. Шкафчик, где стояли лишь пакет гречки да банка фасоли. Холодильник, который тарахтел, как старый трактор. Наше хозяйство едва кормило меня одного. Коров, когда-то бывших целым стадом, осталось всего 3. Старенький белорус стоял в сарае со снятым двигателем, а долги банку росли, как снежный ком. И теперь 3 детей. «Доброе утро, дед». Я вздрогнул. На пороге кухни стоял Дима. Глаза опухшие, голос хриплый. Он уже не был ребенком. Он огляделся, ища мать. «А где мама?» Слова застряли у меня в горле. Я молчал. Дима подошел ближе. Его взгляд упал на записку. Глаза пробежали по строчкам раз, другой. Я видел, как на его лице растерянность сменилась пониманием. Понимание — болью. А боль — чем-то гораздо худшим. Той горькой покорностью, с которой принимают удар те, кто его уже ждал. «Уехала» — это был не вопрос, а утверждение. «Дима, я...» «Она бросила нас». Голос мальчика стал твердым, как сталь. «Просто вот так». Я протянул к нему руку, но он отшатнулся. Не со злостью, нет. С тем раненым достоинством, с которым отшатывается человек, только что осознавший, что он был недостаточно важен, чтобы ради него остались. «А сестры?» — спросил он, сжимая кулаки. «Как мы им скажем?» «Вместе», — сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Скажем им вместе». Он кивнул, его челюсти были сжаты. 13 лет, а на плечи уже легла ноша взрослого мужчины. «Деда». Его голос наконец дрогнул. «Мы что-то не так сделали. Мы виноваты». Я обнял его. Своими большими, неуклюжими руками прижал к себе. Он сопротивлялся секунду, а потом обмяк, вцепившись в мою старую фуфайку так, как цеплялся в детстве, когда ему снились кошмары. «Нет, сынок, вы ни в чем не виноваты. Никогда. Слышишь? Никогда». Наше объятие прервал топот маленьких ножек.
В кухню, протирая глазки, вошла Анечка в своей нелепой пижаме. «Я кушать хочу. А где мама?» Мы с Димой переглянулись. У меня перехватило дыхание. Я опустился на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. «Анечка, солнышко мое». Маме пришлось уехать. На работу. Очень-очень далеко. «А когда вернется?» Невинный вопрос прозвучал, как звон разбитого стекла. «Я не знаю, мое золото. Не знаю». Аня склонила голову на бок, обдумывая информацию с прямолинейной логикой пятилетнего ребенка. «Значит, я останусь с тобой, дедуля?» «Да, радость моя, ты останешься со мной. И Дима с Соней тоже». «Тоже?» Аня улыбнулась, не ведая о буре, бушующей в наших сердцах. «Хорошо. А то ты делаешь самые вкусные блины». Я почувствовал, как что-то внутри меня одновременно сломалось и собралось заново. Эта маленькая девочка, сама того не зная, только что дала мне причину жить. Причину стоять на ногах, когда хотелось рухнуть. Через несколько минут появилась Соня. Она не спросила о матери. Ее глаза, слишком серьезные для 11 лет, встретились с моими, и она все поняла без слов. Она молча села рядом с Димой и взяла его за руку. Я смотрел на них, на троих, и механически готовил завтрак. На Диму, изо всех сил старающегося быть сильным. На Соню, запрятавшую свою боль глубоко внутрь. На Анечку, которая рисовала на старом клочке бумаги, еще не до конца понимая, что ее жизнь изменилась навсегда. 75 лет. Разваливающееся хозяйство. 3 детей, только что оставшихся без матери. «Валюша, жизнь моя», — прошептал я, глядя в окно. «Мне нужна твоя сила. Сейчас, как никогда». И в то утро, когда солнце наконец поднялось над полями села Ясного, я, Михаил Петрович, принял решение. Я не знал как, не знал, откуда возьму силы. Но эти 3 детей стали моей ответственностью, моей миссией, моим последним шансом исправить то, в чем ошиблась моя дочь. Мы останемся вместе, чего бы мне это ни стоило. Первые недели после отъезда Светланы слились в один длинный, серый, тягучий день. Это было похоже на хождение по минному полю, где каждый шаг мог привести к взрыву эмоций. Мой привычный уклад, отточенный десятилетиями, рухнул. Я по-прежнему вставал в 5, но теперь после дойки и кормежки скотины я возвращался не в тихий дом, а в улей, полный маленьких, но таких огромных нужд. «Деда, я не могу найти тетрадь по математике». Голос Димы звучал раздраженно. Он рылся в горе учебников на старом комоде. «Дедуль, заплети косички, а то я опаздываю». Соня стояла передо мной, протягивая щетку и 2 потрепанные розовые ленты. «Деда, а Мурзик мой бутерброд съел!» Анечка показывала пальчиком на рыжего кота, который невозмутимо вылизывал усы, сидя на подоконнике. Я метался между ними, как ошпаренный. Мои руки, привыкшие к топору и лопате, казались мне неуклюжими лапами медведя, когда я пытался совладать с тонкими Сониными волосами. Ленты выскальзывали, косы получались кривыми и растрепанными. Валя делала это играючи, с закрытыми глазами, напевая себе под нос. Я же чувствовал себя так, будто пытаюсь вышивать крестиком, надев боксерские перчатки. Я путал тетради, забывал, кому какой завтрак обещал, и каждый раз, отправляя их в школу, я смотрел им вслед с чувством вины. Рубашка у Димы помята, у Сони бант на бок. Аня в садике наверняка опять расскажет, что дедушка перепутал и дал ей с собой вчерашний пирожок. Однажды после обеда, когда я развешивал белье, во двор кряхтя вошел мой сосед, Иван Степанович. Мужик лет под 70, такой же кряжестый и основательный, как старый дуб на краю нашего села. В руках он держал корзину, прикрытую чистой тряпицей. «Здравствуй, Петрович», — сказал он, снимая свою вечную кепку. «Слыхал я про Светлану твою».
Я молча кивнул. В Ясном новости разлетались быстрее ветра. Вот принес тут огурчики свои, помидоры, зелень. Марфа моя напекла пирожков с картошкой. Спасибо, Степаныч, не стоило. У тебя свои забот полон рот. Брось. Он поставил корзину на лавку. Как дети-то? Я вздохнул, проводя рукой по лицу. Дима молчит, про мать ни слова. Соня тоже. А Анька? Анька каждый день спрашивает, когда мама вернется. Мой голос сел. А ты что? А что я? Вру, что скоро. Что еще я могу ей сказать? Что родная мать променяла их на мифическое счастье в большом городе. Степаныч положил свою тяжелую ладонь мне на плечо. Ты говори им, что у них есть дед, который их любит больше жизни. Пока этого хватит. Но я не был уверен, что этого хватит. Ночи были самым страшным бременем. Тишина, которая раньше давила на меня одиночеством, теперь была наполнена сдерживаемыми рыданиями и тихими всхлипами. Анечка часто плакала во сне, звала маму. Я вставал, брал ее худенькое, теплое тельце на руки и часами ходил по темному дому, баюкая и напевая старую колыбельную, которую мне пела еще моя мать, а я потом Светке. «Баю-баюшки, баю, не ложися на краю». Голос у меня был скрипучий, старческий, но Аня понемногу успокаивалась, утыкалась носиком мне в плечо и засыпала. Иногда я видел в дверном проеме силуэт Димы. Он стоял, прислонившись к косяку, и делал вид, что просто вышел попить воды. Но я знал, что он тоже плачет, но только в подушку, когда думает, что его никто не слышит. Однажды, вернувшись с огорода, я услышал тихие голоса на крыльце. Я замер за углом дома. На ступеньках сидели Дима и Соня. «Это не наша вина», — едва слышно говорила Соня, и ее голос дрожал. «Я знаю», — ответил Дима, но в его тоне не было уверенности. Он ковырял щепку в старой половице. «А может, если бы мы лучше учились? Или меньше шумели?» «Нет», — Дима резко повернулся к сестре. «Соня, пойми, мама всегда была такой. Всегда ей чего-то не хватало. Всегда она была чем-то недовольна. Дело не в нас». «Тогда почему так больно?» Дима не нашел, что ответить. Он просто обнял сестру за плечи, и они сидели так вдвоем, глядя на заросший сорняками огород. Два маленьких одиночества, пытающихся поддержать друг друга. Я тихо отошел, чтобы они меня не заметили. В груди было так тесно, будто ее сжали железным обручем. Эти дети заслуживали большего. Они заслуживали мать, которая выбрала бы их. Они заслуживали будущее, которое я со своим разваливающимся хозяйством и 75 годами за плечами вряд ли мог им дать. В ту ночь, уложив детей, я сел за кухонный стол. Достал из комода старую общую тетрадь, в которой Валя когда-то вела семейный бюджет. От ее аккуратного почерка защемило сердце. Я взял огрызок карандаша и стал выводить на чистой странице цифры, жестокие и неумолимые. Долг банку — 500 тысяч рублей. Последний платеж — 4 месяца назад. Доход — молоко, яйца — около 12 тысяч рублей в месяц. Расходы — школа, садик, еда, одежда — примерно 25 тысяч рублей в месяц. Цифры не сходились. Они кричали о катастрофе. У меня были сбережения. Те самые, гробовые, которые мы с Валей откладывали на черный день. На новый трактор, на то, чтобы на старости не быть никому в тягость. Я прикинул. С учетом долга, процентов и текущих трат, их хватит на 3, может, на 4 месяца. А потом все. Пустота. Я закрыл тетрадь. Что мне делать, Валюша? Денег нет. Сил почти не осталось. А они ведь заслуживают всего самого лучшего.
Ветер за окном завывал, раскачивая старую яблоню. Ответа не было. Только запах сухой земли и обещание еще одного тяжелого утра. Но я, Михаил Петрович, пережил засуху, пережил лихие 90-е, пережил потерю любви всей моей жизни. Я должен найти выход. Я обязан, потому что теперь у меня было 3 причины бороться. И они мирно спали в соседней комнате, доверив мне свои маленькие жизни. Отчаянный, пронзительный крик разорвал ночную тишину и заставил меня подскочить на кровати. Сердце заколотилось где-то в горле, я споткнулся о свои же валенки в темноте. Не разбирая дороги, я бросился в комнату детей. Анечка сидела на своей раскладушке. Ее маленькое тельце сотрясалось от рыданий, а глаза были широко открыты и полны такого первобытного ужаса, какой бывает только у детей, столкнувшихся с горем, которое они не в силах понять. «Мамочка! Хочу к мамочке!» Она билась в моих руках, когда я попытался ее обнять. Ее крошечные кулачки молотили меня по груди, по плечам. Она не узнавала меня, она была там, в своем кошмаре. «Скажи ей, чтобы она вернулась. Деда, скажи, верни ее». «Тише, моя пташка, тише». Я качал ее, чувствуя, как мое собственное сердце разрывается на части от бессилия. Проснулись и старшие. Соня забилась в угол своей кровати, накрыв голову подушкой, чтобы не слышать этого. А Дима молча встал, накинул старую куртку и вышел на крыльцо. «Почему она уехала, деда?» Аня, наконец, затихла. Ее голос стал тихим и полным неподдельного детского недоумения. «Я что-то плохое сделала?» «Нет, мое солнышко. Ты ничего плохого не сделала. Ничего. Тогда почему? Как? Как объяснить 5-летнему ребенку, что материнская любовь, которая должна быть незыблемой, как скала, иногда оказывается хрупкой, как тонкий лед? Что взрослые люди иногда теряются, как дети в лесу? «Понимаешь, Анечка», — начал я, подбирая слова, которые не ранили бы еще больше, «иногда взрослые, они сбиваются с пути, забывают, что на самом деле важно. А мы? Мы не важны?» Этот вопрос ударил меня под дых, выбив весь воздух. Я прижал ее к себе так крепко, как только мог. «Вы самое важное, что есть на этом свете, рыбка моя. Самое важное». «Тогда почему?» — не унималась она. «Потому что твоя мама заблудилась», — выдохнул я. «Очень сильно заблудилась». Аня замолчала, обдумывая это. Ее детская логика пыталась найти в этом смысл. «Когда я теряюсь на рынке, ты же меня находишь», — сказала она наконец. «И мы можем найти маму». Слезы обожгли мне глаза. Я не знаю, мое золото. Правда не знаю. Я сидел с ней до тех пор, пока ее дыхание не стало ровным, пока ее всхлипы не превратились в тихие вздохи. Осторожно уложив ее и укрыв одеялом, я вышел из комнаты. Дима был на крыльце. Он сидел на холодных ступенях и смотрел в чернильную темноту ночи. «Не нужно было тебе это слышать», — тихо сказал я, присаживаясь рядом. «Я уже не маленький дед». Я смотрел на его профиль в слабом свете, падавшем из окна. Нет, он больше не был маленьким. Жизнь слишком рано сорвала с него покров детства. «Ты тоже спрашиваешь себя, почему?» — спросил я. Дима долго молчал. «Нет», — ответил он наконец. «Я знаю, почему она уехала». «Почему же?» «Потому что мы слишком обычные, слишком простые, слишком проблемные». Горечь в его голосе была как яд. Мама всегда хотела чего-то большего. Больше денег, больше приключений, больше жизни. А мы были просто детьми, которым нужны были скучные вещи вроде еды, школьной формы и любви. Я положил руку ему на плечо. «Это не ваша вина. Я знаю». Он, наконец, повернулся ко мне. «Но все равно больно, понимаешь?
Больно знать, что нас было недостаточно, чтобы она осталась. Сынок, я сглотнул ком в горле. Проблема не в вас. И никогда в вас не было. Тогда почему мне кажется, что если бы я был лучше, послушнее, если бы я... Нет, я прервал его жестко. Даже не думай взваливать на себя эту вину. Твоя мать приняла решение. Глупое, страшное, но ее решение. Это ее ошибка, а не твой провал. И что теперь? Он опустил голову. Что с нами будет? Вы останетесь со мной. Здесь. Мы справимся. Но на школу нужны деньги. На еду нужны деньги. Я слышал, как ты говорил Степанычу про долг банку. Так вот оно что. Он все слышал. От этого повзрослевшего ребенка ничего нельзя было утаить. Я что-нибудь придумаю. Как? Он посмотрел мне прямо в глаза. Дед, я не хочу быть обузой. Я могу пойти работать, Нет! Отрезал я. Ты будешь ходить в школу? Будешь играть в футбол с пацанами? Будешь? Я больше не могу быть ребенком, взорвался Дима. Ты не видишь? Соня почти не разговаривает. Анька воет каждую ночь. А тебе 75 лет, дед. Сколько ты еще протянешь в таком режиме? Тишина, густая и тяжелая, опустилась на нас. «Столько, сколько потребуется», — ответил я наконец. «Столько, сколько потребуется». Дима смотрел на меня, и в его глазах блестели слезы, которые он так отчаянно пытался сдержать. «Обещай мне». «Что?» «Обещай, что ты тоже не уедешь, что ты нас не бросишь». Я обнял его обеими руками, прижал к себе. «Обещаю», — прошептал я. «Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Пока я вам нужен, я буду здесь». И в этот раз он не пытался быть сильным. Он вцепился в меня, и его плечи затряслись от беззвучных рыданий. Следующие дни были как под копирку. Аня плакала, Дима ходил с вечно нахмуренными бровями, а Соня молчала. Она ушла в себя так глубоко, что я боялся, что никогда не смогу до нее достучаться. Однажды я застал ее на кухне. Она сидела за столом и перебирала старые фотографии в нашем семейном альбоме. Ее палец замер на снимке, где ее мать, Светка, была в ее возрасте. 11 лет. 2 косички, щербатая улыбка, сарафан в горошек. «Ты на нее похожа», — тихо сказал я, присаживаясь рядом. Соня резко захлопнула альбом, будто обожглась. «Я не хочу быть на нее похожей». Она подняла на меня глаза, и плотина прорвалась. «Деда, почему она нас бросила?» Первые слова за много дней вырвались из нее сдавленным шепотом. «Что мы сделали не так?» «Ничего, солнышко, ничего». «Тогда почему?» — она ударила маленьким кулачком по столу. «Почему ее счастье важнее, чем мы? Почему ей можно было уехать, а мы должны оставаться с этой дырой в груди?» У меня не было ответов. Я мог только обнять ее, прижать к себе и дать ей выплакаться. Она рыдала долго, отчаянно, выплескивая всю боль, обиду и страх, которые копила в себе все это время. «Я ненавижу ее», — всхлипывала она мне в плечо. «Ненавижу и скучаю, и я не знаю, что хуже. Я знаю, моя хорошая, я знаю». Когда она немного успокоилась, я заварил ей чай с ромашкой и мятой, как когда-то делала Валя, когда кто-то из нас болел. «Знаешь, чему меня научила твоя бабушка?» — спросил я, ставя перед ней дымящуюся чашку. Соня покачала головой. Она говорила, что люди делятся на 2 типа. Те, кто бежит, когда становится трудно, и те, кто остается. Твоя мама, она из первых. А вы, ты, Дима, Анечка, вы из вторых. И я тоже. А откуда ты знаешь, что мы не станем такими, как она, когда вырастем?
А вы уже доказали, что не станете. Эти дни были ужасными, правда? Вам хотелось кричать, прятаться, убежать. Но вы здесь, все трое. Боретесь, плачете, но вы здесь. Рядом друг с другом. И это главное. Соня отпила глоток чая. «Деда, мы ведь будем в порядке?» Мне так хотелось сказать «да», пообещать ей безоблачное будущее, счастье, покой. Но у меня была только одна горькая правда. «Мы будем очень стараться, солнышко, все вместе». Она кивнула. И впервые за много дней я увидел в ее глазах крохотную искорку надежды. Но в ту ночь, оставшись один в своей комнате, я столкнулся со своими собственными демонами. Я открыл ящик старого комода и достал конверт. Последнее письмо из банка. Слова «просрочка», «судебное взыскание», «90 дней» плясали перед глазами. 3 месяца. У меня было 3 месяца, чтобы найти 500 000 рублей. Иначе мы потеряем дом. Единственный дом, который знали эти дети. Я лег на кровать и уставился в потолок. На тумбочке в посеребренной рамке стояла фотография Вали. Она улыбалась мне своей вечной, любящей улыбкой. «Подскажи, что делать, родная?» — прошептал я в пустоту. «Я не знаю. Впервые в жизни я просто не знаю, что делать». В то воскресенье, чувствуя, что еще немного, и я просто сойду с ума от этого отчаяния, я пошел в нашу маленькую сельскую церковь. Миллионное здание с голубым куполом. Отец Александр, наш батюшка, мужчина лет 50 с добрыми глазами, поливал герань на подоконнике. «Михаил Петрович», — удивился он, — «какими судьбами?» «Поговорить надо, отче». Мы сели на скамью в пустом гулком храме. Я мял в руках свою старую кепку, не зная, с чего начать. «Это из-за Светланы и детей», — сказал я наконец. «Я слышал. Соболезную твоему горю, Михаил. Я не справлюсь, отче. 75 лет, 3 детей, хозяйство на ладан дышит, долги. Я думал, может, в опеку обратиться. Может, им найдут семью получше, которая сможет дать им все, чего я не могу». Отец Александр долго молчал, глядя на лик Спасителя. «А чего ты им не можешь дать, Михаил?» — спросил он тихо. «Достатка. Хорошей одежды, уверенности в завтрашнем дне. Михаил», — он повернулся ко мне, — «этим детям не нужен достаток. У них уже была мать, которая искала достатка и лучшей жизни. И где она теперь? Эти дети нуждаются в том, что сейчас большая редкость. Они нуждаются в том, кто останется. А если этого будет мало? Если я подведу их так же, как подвел Светлану?» «Ты не подводил Светлану», — твердо сказал батюшка. «Ты был хорошим отцом. Ты любил ее, работал ради нее, дал ей все, что мог. Но она сделала свой выбор. Это ее грех, а не твой провал. А долги, отче? Я же дом потеряю, и куда мы тогда? Думаешь, Господь послал тебе этих детей, чтобы потом отнять у них крышу над головой? Если Он возложил на тебя такую ношу, значит, даст и силы ее нести. Ты только верь. Я уже не знаю, во что верить». Отец Александр улыбнулся. «А ты поверь в то, что говорила твоя покойная Валентина. Мудрая была женщина. Царствие ей небесное». Она всегда повторяла: «Когда Бог закрывает дверь, Он всегда оставляет открытой форточку». Может, тебе просто нужно перестать смотреть на запертую дверь и поискать эту форточку. Я вышел из церкви, не чувствуя ног. Денег в кармане не прибавилось, долги никуда не делись. Но на душе стало немного легче, будто кто-то снял с нее хотя бы часть неподъемного груза. Вечером, уложив детей, я зачем-то пошел в нашу с Валей спальню и открыл старый шифоньер. На антресоле, завернутый в цветастую шаль, лежал ее сундук. Сундук с ее сокровищами. Я не открывал его со дня ее смерти. Руки дрожали, когда я снимал его.
Внутри лежали детские рисунки Светланы, наши свадебные фотографии, метрики внуков и тетрадь. Старая, потрепанная тетрадь в синей коленкоровой обложке. Я сразу ее узнал. Кулинарная книга моей Вали. Я открыл ее с благоговением. Страницы, пожелтевшие от времени, были испещрены ее знакомым почерком. Рецепты сыров, творога, сметаны, сливочного масла. Тех самых, за которыми к нам когда-то ездили со всей округи. Рецепты, которые передавались в ее семье из поколения в поколение. Я водил пальцем по строчкам, почти физически ощущая ее присутствие. На полях ее пометки. Миша нравится с тмином. Для ярмарки добавить больше соли. Напомнить себе положить меньше сахара в творожную запеканку. А на последней странице, в самом конце, «Миша, любовь моя, если ты читаешь это, значит, меня уже нет. Эти рецепты — все, что я могу тебе оставить. Это любовь нашей семьи. Используй их с умом. Научи наших внуков, что самая вкусная еда готовится с любовью и подается с открытым сердцем. Люблю тебя вечно. Твоя Валя». Я закрыл глаза. Горячие слезы покатились по моим щекам. «Форточка», — прошептал я. «Вот она, форточка». Я не знал, как, но я чувствовал. Ответ был здесь, в этой старой тетради. Моя Валя даже с небес указывала мне путь. Понедельник начался по-другому. Или, может, это я на него смотрел по-другому. Отправив детей в школу и садик, я не пошел, как обычно, латать забор или ковыряться в моторе старого белоруса. Я вернулся в дом и сел на кухне. Передо мной, как святыня, лежала тетрадь моей Вали. Сыры. Валины сыры были легендой. Твердые, выдержанные, с пряными травами. Мягкие, сливочные, которые таяли во рту. Рассольные, острые, которым так хорошо шла стопка холодной водки в морозный день. После ее смерти я перестал их делать. Было слишком больно. Каждое движение напоминало о ней, и руки опускались. Теперь же, глядя на ее аккуратный почерк, на подробные инструкции, я чувствовал не боль, а прилив сил. Будто она стояла за спиной и шептала: «Давай, Миша, ты сможешь». Ближе к обеду во двор тарахтя въехал старенький москвич Степаныча. «Петрович, у меня молоко лишнее осталось, 3 бидона. Заберешь, а то выливать жалко». Я посмотрел на тетрадь, потом на своего старого друга. «Степаныч, а помнишь Валины сыры?» «Помню ли?» — он мечтательно закатил глаза. «Я до сих пор их вкус помню. Снились даже пару раз. А что? Думаю, может, снова начать продавать». Степаныч тяжело опустился на стул. «Петрович, это ж мысль, золотая мысль, только оборудование, закваски, время. Справишься один? У меня есть ее рецепты», — я похлопал по тетради. «И у меня есть 3 очень веские причины, чтобы попробовать». Степаныч улыбнулся своей широкой беззубой улыбкой. «Тогда считай, что с молоком вопрос решен. Буду привозить сколько надо, в долг, без процентов. Как встанешь на ноги, отдашь». «Да я не могу так, Степаныч, неудобно». «Можешь», — отрезал он. «Твоя Валя, царствие ей небесное, сколько раз моих пацанов подкармливала, когда у нас в 90-е шаром покати было. Пришло время долги возвращать». Когда дети вернулись домой, они застали меня на кухне, окруженного кастрюлями, марлей и открытой тетрадью Вали. Кухня, казалось, ожила. «Деда, что ты делаешь?» — спросила Анечка, забираясь на табуретку. «Пытаюсь сварить сыр, как бабушка Валя делала». Соня медленно подошла, ее взгляд был прикован к тетради. «Это бабушкина тетрадь?» «Ее, солнышко». «А зачем?» — практично спросил Дима. «Для нас», — ответил я.
чтобы продавать, чтобы деньги были. Трое детей переглянулись. В их глазах смешались удивление, сомнение и что-то еще похожее на робкую надежду. «А можно нам помогать?» — тихо спросила Соня. Я оглядел их. Диму с его серьезным взрослым взглядом, Соню, в глазах которой впервые за долгое время блеснул живой интерес, Анечку с ее неуемным детским любопытством. «Помогать?» — я улыбнулся. «Да вы мне нужны как воздух. Без вас я не справлюсь». В тот вечер наша кухня превратилась в настоящую сыроварню. Она наполнилась жизнью, смехом и суетой, которых не знала со дня смерти Вали. Анечка, высунув от усердия кончик языка, отмеряла соль. Соня, надев бабушкины очки, которые постоянно сползали ей на нос, громко и с выражением читала рецепт. Дима со всей ответственностью следил за температурой молока, не отходя от плиты. А я? Я руководил процессом и впервые за много месяцев чувствовал себя не одиноким стариком на краю могилы, а капитаном маленького корабля, который, несмотря на шторм, снова пытается выйти в открытое море. Первый блин, как водится, вышел комом. Сыр получился твердым, как камень. «Им гвозди забивать можно», — рассмеялась Аня, стуча им по столу. Второй раз сырная масса вообще не схватилась и превратилась в непонятные комки. «Ну...» — Дима попытался найти в этом что-то хорошее. «Курам отдадим, они обрадуются». Третий сыр был безвкусным, как трава. «Похоже на резину», — честно призналась Соня. Но мы не сдавались. 4-я попытка, 5-я, 6-я. И вот на 7-й раз, когда солнце уже садилось, а мы все были уставшие и перепачканные в сыворотке, у нас получилось. Он был идеальным. Золотистый, упругий, с мелкими дырочками. Соня отрезала маленький кусочек и осторожно положила в рот. Ее глаза расширились. «Деда, он на вкус точно такой же, как у бабушки». Дима тоже попробовал. Он молча кивнул, и я увидел, как блеснули его глаза. Аня схватила свой кусочек и торжественно заявила: «Это самый вкусный сыр на всем белом свете и на всей вселенной!» Последним попробовал я. И вкус. Этот вкус мгновенно перенес меня на 20 лет назад. Я снова увидел Валю, порхающую по этой самой кухне, напевающую что-то себе под нос, увидел солнце, заливающее комнату светом, почувствовал запах свежеиспеченного хлеба. «Спасибо, родная», — прошептал я, глядя в потолок. «Спасибо, что показала дорогу». В тот вечер мы сидели на крыльце и ели жареную картошку с нашим свежим, еще теплым сыром. И впервые с того страшного мартовского утра в нашем доме воцарилось что-то похожее на мир и покой. «Деда», — сказал Дима после долгого молчания, — «как думаешь, у нас получится, если по-настоящему?» Я посмотрел на своего повзрослевшего внука. «Не знаю, сынок, но мы попробуем. Вместе. Вместе», — тихо повторила Соня. «Вместе!» — крикнула Аня, поднимая кружку с молоком, как будто это был кубок. Я поднял свою кружку. За Валю, который остыл нам рецепты. За Светлану, которая дала нам причину их использовать. И за нас. За семью, которая не сдается. Мы чокнулись нашими кружками под первыми звездами, и в этот момент я, Михаил Петрович, понял, что мы перешли какой-то важный рубеж. Впереди было еще много трудностей, сомнений и боли, но теперь у нас было кое-что еще. У нас был план. У нас была цель. У нас была надежда. А иногда для начала этого вполне достаточно. Следующие 5 лет пролетели как один день, наполненный трудом. Наша кухня стала сердцем маленького, но растущего предприятия. Постепенно мы наладили производство. Кроме сыров мы стали делать творог, сметану, сливочное масло. Каждую субботу мы с Димой ездили на рынок в райцентр. Сначала над нами посмеивались. «Петрович, на старости лет с бизнесмены подался». Но когда люди распробовали нашу продукцию, отбоя от покупателей не было.
Валина имя и ее рецепты стали нашим знаком качества. Дети были моей главной опорой. Дима оказался прирожденным коммерсантом. Он вел всю бухгалтерию в школьной тетрадке, рассчитывал себестоимость, договаривался с местным магазином о поставках. Соня, освоив интернет, создала простенькую страничку в «Одноклассниках», где выкладывала фотографии нашей продукции. Она же придумала название «Солнечная ферма». И даже Аня вносила свою лепту. Рисовала смешные этикетки с коровами и солнышками, которые мы клеили на банки со сметаной. Мы работали как единый организм. Мы вставали до рассвета, ложились за полночь. Мы выплатили кредит банку, мы починили крышу, купили новый сепаратор и даже смогли накопить на подержанный, но вполне рабочий трактор. Старый белорус так и остался ржаветь в сарае, как памятник прошлой, безнадежной жизни. Но самое главное, общее дело лечило наши души. Дима из угрюмого, колючего подростка превратился в уверенного в себе молодого человека, настоящего хозяина. Соня снова начала смеяться. Она больше не прятала глаза, ее голос окреп. Она расцвела, превратившись в красивую девушку. Аня почти не вспоминала о матери. Ее миром были мы, наша ферма, наши коровы и козы. Мы не просто выжили. Мы построили на руинах нашего горя что-то новое, прочное и светлое. Мы стали настоящей семьей. Семьей, выкованной в горниле общих бед и общих побед. Я смотрел на них и думал, что моя Валя гордилась бы нами. И вот в один из таких мирных, солнечных дней, когда, казалось, все бури остались позади, на нашем проселке появилась туча пыли, а из нее вынырнул черный, блестящий, хищный «Мерседес». Я стоял на крыльце, и теперь сцена, с которой начался мой рассказ, обрела плоть и кровь. Я видел не просто дорогой автомобиль и модную женщину. Я видел призрак из прошлого, который приехал не мириться, а требовать. Все, чего я боялся в самые темные ночи, обрело форму и смотрело на меня холодными, расчетливыми глазами. «Уже здесь», — прохрипел я, чувствуя, как сердце делает судорожный кульбит в груди. Из дома, услышав шум мотора, вышел Дима. Ему было уже 18. Высокий, серьезный. Он давно стал моей правой рукой. Он проследил за моим взглядом, увидел черный автомобиль, и его лицо мгновенно стало жестким. «Я за девчонками», — коротко бросил он и скрылся в доме. Через минуту мы стояли на крыльце все вместе, единым фронтом. Дима, Соня, которой исполнилось 16, и 10-летняя Аня, которая испуганно прижималась к моей ноге. Мы стояли молча, как солдаты в окопе перед атакой. Из «Мерседеса» первым вышел он. Мужчина лет 50, в дорогом костюме, который смотрелся на нашем деревенском дворе так же нелепо, как фрак на доярке. На запястье блестели золотые часы, а выражение лица было таким, будто он приехал инспектировать свои владения и заранее всем недоволен. Потом открылась пассажирская дверь. Светлана, моя дочь. 5 лет. 5 долгих лет я не видел ее. Женщина, вышедшая из машины, была мне чужой. Волосы, когда-то русые, как пшеница, теперь были выжжены в платиновый блонд и неестественно удлинены. Лицо, покрытое толстым слоем косметики, напоминало маску, из-под которой проступали тонкие морщинки горечи и разочарования. Одета она была в какой-то брендовый костюм, который, казалось, душил ее. И туфли. Эти нелепые туфли на тонких шпильках, которые тонули в нашей родной земле. Она на мгновение замерла у машины, поправляя сумочку от известного дизайнера. Затем нетвердой походкой двинулась к нам. «Здравствуй, папа».
Ее голос был выше, чем я помнил, и какой-то надтреснутый. «Здравствуйте, дети». Тишина, опустившаяся на двор, была плотной, ее можно было резать ножом. Никто не шелохнулся, никто не ответил. «Ну?» — она нервно рассмеялась. «Полагаю, стоило позвонить, но я хотела сделать сюрприз. Посмотреть, как вы тут. Ферма-то как изменилась». Ее взгляд скользнул по двору. Он цепко выхватывал детали. Новая крыша на доме, покрашенный забор, ухоженный огород, добротная вывеска «Солнечная ферма». И в ее глазах я увидел то, от чего кровь застыла в жилах. Не радость, не гордость, а холодный, алчный расчет. «Мы работали», — только и смог выдавить я. Мужчина в костюме подошел к ней и протянул мне руку, которую никто не пожал. «Вадим», — представился он тоном, нетерпящим возражений. «Супруг Светланы, бизнесмен, недвижимость, инвестиции». «Супруг?» — голос Димы прозвучал, как удар хлыста. «Ты вышла замуж?» Светлана, казалось, смутилась на долю секунды. «Да, 2 года назад. Мы с Вадимом познакомились в Воронеже, и это была любовь с первого взгляда». «Как романтично!» — в разговор вступила Соня. Ее голос сочился ледяным сарказмом. «Любовь с первого взгляда. 2 года счастливого брака. И за все это время у тебя ни разу не возникло мысли позвонить, сообщить, что ты вышла замуж, хотя бы на день рождения открытку прислать?» «Сонечка, милая, я...» «Не называй меня милой», — отрезала Соня, делая шаг вперед. «Ты потеряла это право 5 лет назад. В тот самый день, когда оставила на столе записку и сбежала, не оглянувшись». Все было не так просто. «А как?» — взорвался Дима. «Объясни нам. Расскажи, как это — бросить 3 детей на старика-отца может быть непросто». Вадим вмешался, явно чувствуя, что разговор идет не по сценарию. «Послушайте, мы приехали не для того, чтобы ворошить прошлое. Что было, то прошло. Мы здесь, чтобы поговорить о будущем, об открывающихся возможностях». «О возможностях?» — переспросил я, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Светлана переглянулась с мужем, и в этот момент я все понял. Все мои самые страшные предчувствия сбылись. «Пап», — она попыталась улыбнуться, но получился оскал. «Я слышала о вашем успехе. Это же замечательно, что ты смог что-то сделать с мамиными рецептами. Я так горжусь тобой». «С мамиными рецептами», — медленно повторил я. «С теми самыми, которые 3 года пылились в сундуке, потому что никому не были нужны. Пока мы, вот эти 3 детей и я, не достали их и не построили все это с нуля». «Ну, я тогда была занята своей жизнью. А сейчас? Сейчас, когда я вижу, как у вас все хорошо пошло, ты захотела свою долю», — закончил за нее Дима. Светлана напряглась. «Я бы так не сказала». «А как бы ты сказала?» — не унимался он. Вадим достал из машины кожаный портфель. «Давайте будем цивилизованными людьми. Светлана — единственная дочь Михаила Петровича. По закону это дает ей определенные права на это имущество. Этот дом был куплен ее родителями в браке, а это значит, что половина технически, мой голос стал опасно спокойным, и я сам его не узнал. Этот дом был построен еще моим отцом 53 года назад. Он перешел ко мне по наследству. Моя покойная жена Валентина никогда не была совладелицей по документам, хотя и была хозяйкой в нем больше, чем я. Так что технически, Вадим, у твоей жены нет никаких прав на эту собственность». Наступила тишина. Вадим явно не ожидал такого отпора от деревенского старика. «Хорошо», — он сменил тактику. «Дом мы оставим в стороне, но бизнес
Солнечная ферма. Он построен на рецептах, которые являются наследием ее матери. А значит, Светлана, как прямая наследница, имеет полное право на половину прибыли. «Прибыли?» — я рассмеялся, но смех получился горьким. «Где ты была, Света, когда мы ночами не спали, подбирая нужную закваску? Где ты была, когда Дима в 13 лет вел бухгалтерию, а Соня создавала рекламу? Где ты была, когда я закладывал последнее, чтобы купить новый котел? Ты была там, в своей счастливой жизни. А теперь, когда мы вылезли из долговой ямы, когда мы встали на ноги, ты приехала за прибылью?» «Я их мать!» — выкрикнула она, и в ее голосе впервые прорезались настоящие, ненаигранные нотки. Истеричные. «Ты перестала быть их матерью 5 лет назад», — ответил я также громко. «Послушайте». Вадим снова попытался взять ситуацию под контроль. «Мы не хотим скандалов. Мы предлагаем хороший вариант. Дети, они уже взрослые. Им нужно нормальное будущее. Хорошее образование в городе, а не это коровья романтика. Мы готовы забрать их к себе, в Воронеж. Дима сможет поступить в экономический, Соня — в любой гуманитарный. У них будут репетиторы, возможности. «Мы никуда с вами не поедем», — ледяным тоном произнес Дима. «Наш дом здесь». «Не будь влупцом, мальчик», — повысил голос Вадим. «Что тебя ждет здесь? Всю жизнь в навозе ковыряться? Я предлагаю тебе будущее. Мое будущее здесь», — также спокойно ответил Дима, глядя ему прямо в глаза. «С моей семьей». «Папа, пойми», — Светлана снова сменила тактику на жалостливую. «Ты уже старый, тебе тяжело. Мы просто хотим помочь. Мы продадим ферму. Сейчас земля здесь дорожает. Вадим говорит, можно очень выгодно продать под коттеджный поселок. Мы купим тебе хорошую квартиру в Воронеже. Будешь жить рядом с нами, с внуками». И тут я понял весь их замысел. Продать. Все, что мы строили. Все, во что мы вложили душу. Сравнять с землей и застроить Безликины коробками. «Убирайтесь», — сказал я тихо, но так, что даже птицы в саду, казалось, замолчали. «Что? Убирайтесь, оба, вон с моей земли!» «Ты не можешь так с нами говорить», — взвизгнула Светлана. «Я твоя дочь!» «Моя дочь умерла для меня 5 лет назад, а ты...» «Я не знаю, кто ты». Вадим побагровел. «Ты еще пожалеешь об этом, старик. Если мы не можем договориться по-хорошему, будем говорить в суде. Мы докажем, что ты не в состоянии заботиться о детях. Мы докажем, что ты эксплуатируешь их труд. Мы отсудим и детей, и ферму». Он схватил Светлану за руку и потащил к машине. «Я вернусь!» — кричала она уже оттуда. «Я заберу своих детей! Ты меня не знаешь!» Мерседес развернулся, подняв еще больше пыли, и исчез за поворотом. Мы остались стоять на крыльце, в оглушительной тишине. Аня, которая все это время молчала, крепко вцепившись в мою штанину, наконец подняла на меня глаза, полные слез. «Деда, это тетя. Она нас не заберет?» Я опустился на колени и обнял ее. «Никто вас у меня не заберет, солнышко. Никогда». Я посмотрел на Диму и Соню. Их лица были бледными, но решительными. Мы молчали, но мы все понимали без слов. Война только началась. Но теперь мы знали врага в лицо. И мы были готовы сражаться. За наш дом, за нашу ферму, за нашу семью. За все то, что мы построили на руинах, оставленных той, которая назвала себя их матерью. Когда рев мотора затих вдали, тишина, опустившаяся на наш двор, стала еще более оглушительной. Мы стояли на крыльце, как оглушенные взрывом. Воздух, казалось, звенел от невысказанных слов и неотплаканных слез. Первой очнулась Аня. Она все еще цеплялась за мою штанину
и ее маленькое тельце дрожало. «Деда», — прошептала она, поднимая на меня огромные испуганные глаза, — «это тетя. Она правда наша мама?» Вопрос, простой и жестокий, повис в воздухе. Что я мог ей ответить? Что эта холодная, чужая женщина в дорогой одежде и есть та самая мамочка, которую она ждала все эти годы, о которой спрашивала каждую ночь? «Да, солнышко», — сказал я, опускаясь на колени и заглядывая ей в глаза. «Это она. Но наш дом здесь. И наша семья — это мы с тобой, Дима и Соня. Никто и никогда нас не разлучит, ты слышишь? Никто». Я обнял ее, и она зарылась лицом в мое плечо. Я чувствовал, как ее худенькие плечики вздрагивают от беззвучных рыданий. Это были не те слезы, что раньше, когда она просто скучала. Это были слезы разочарования, слезы обманутых надежд. В свои 10 лет она только что поняла страшную вещь. Иногда ожидание встречи бывает лучше самой встречи. «Пойдемте в дом», — тихо сказал Дима. Его голос был хриплым. Мы вошли в нашу старую, пахнущую деревом и парным молоком кухню. Ту самую кухню, которая стала свидетелем всех наших бед и радостей. Соня молча поставила на плиту чайник. Ее движения были резкими, порывистыми. Она достала чашки, и одна из них выскользнула из ее дрожащих рук, со звоном разбившись о щербатый кафельный пол. Соня замерла, глядя на осколки, а потом ее плечи затряслись. Она опустилась на пол и зарыдала. Громко, отчаянно. Так, как не плакала с того самого дня, когда мы нашли записку. Дима подошел к ней, сел рядом на корточки и просто обнял. Он ничего не говорил, только гладил ее по волосам. А я стоял и смотрел на них, и в груди у меня была зияющая пустота. Все те шрамы, которые, как мне казалось, затянулись за эти 5 лет, снова вскрылись и кровоточили. Приезд Светланы был подобен тому, как если бы кто-то сорвал болячки с заживающих ран. Когда первая волна шока прошла, мы сели за стол. Чай остывал в чашках, никто к нему не притронулся. «Она что, правда думала, что мы просто так все бросим и поедем с ней?» — горько усмехнулся Дима, глядя в окно. «Она думала не о нас», — ответила Соня, вытирая слезы. Ее голос был тихим, но твердым. Она думала о деньгах, о земле, о ферме. Мы для нее просто досадное приложение к этому всему. Или наоборот, способ все это забрать. А этот, Вадим, — поморщился Дима, — ты видел его взгляд, дед? Он смотрел на наш дом, на наш огород, как на участок под застройку. Он уже мысленно все тут снес и построил свои коттеджи. «Он не получит ни пяди нашей земли», — сказал я жестко. «Пока я жив, никто не тронет этот дом». «А после?» — тихо спросила Соня. «Дед, они ведь не шутят. Они пойдут в суд. У них деньги, юристы, а у нас что?» Этот вопрос повис в воздухе. Действительно, что у нас? Старый дом, небольшое хозяйство и огромная любовь друг к другу. Но разве это можно положить на весы правосудия против денег и связей? «Значит, и нам нужен юрист», — сказал Дима. «В райцентре есть юридическая консультация. Завтра же поеду, узнаю. Мы должны быть готовы». Я смотрел на него и поражался. 18 лет. В его возрасте я гонял на танцы и думал только о девчонках, а он планировал судебную тяжбу с собственной матерью. Следующие дни были похожи на затишье перед бурей. Мы работали так же, как и всегда, доили коров, делали сыр, ездили на рынок. Но над нами постоянно висела невидимая угроза. Каждый раз, когда на дороге появлялась машина, мы вздрагивали. Каждое письмо, принесенное почтальоном, заставляло сердце замирать. Мы жили в ожидании удара. Дима съездил в райцентр, вернулся он мрачнее тучи. «Нашел одного», — доложил он вечером. «Сергей Петрович Романов. Вроде толковый мужик, специализируется на семейном и земельном праве, но...» Дима замялся. «Что «но»?» — поторопил я его. «Это стоит денег, дед, больших денег. Консультация, составление документов, представительство в суде». Он назвал сумму, от которой у меня волосы на голове зашевелились.
Это почти все, что мы отложили на новый коровник. Мы молчали. Ситуация была патовая. Чтобы защитить то, что мы имеем, мы должны были потратить все, что заработали. «Мы заплатим», — сказал я твердо. «Коровник подождет. Сейчас главное — не дать им нас уничтожить». Напряжение росло. Оно ощущалось во всем. В том, как Соня вздрагивала от каждого телефонного звонка. В том, как Аня перестала выбегать на улицу и играла только во дворе, под моим присмотром. В том, как Дима по ночам сидел над книгами, изучая статьи Земельного кодекса, которые скачал в интернете. Однажды вечером, когда мы ужинали, Соня вдруг сказала: «Я не понимаю, неужели она нас так ненавидит?» «Дело не в ненависти, Соня», — ответил Дима, не отрываясь от тарелки. «Ненависть — это тоже чувство. А у нее к нам, по-моему, вообще никаких чувств нет. Мы для нее просто объект, вещь, которую можно было выкинуть, когда она мешала. А теперь можно забрать, раз она стала чего-то стоить. Это хуже, чем ненависть. Это безразличие». Его слова поразили меня своей взрослой, страшной мудростью. Он был прав. Безразличие было страшнее ненависти. Первая ласточка прилетела через 2 недели. Это было официальное письмо из органов опеки и попечительства. В нем сухим казенным языком сообщалось, что на меня поступила жалоба от гражданки Светланы Вадимовны Беляевой. Я впервые увидел ее новую фамилию. О ненадлежащем исполнении опекунских обязанностей, эксплуатации детского труда и проживании несовершеннолетних в условиях, не соответствующих санитарным нормам. Нас извещали о том, что в ближайшее время к нам приедет комиссия для проверки. Я читал эту бумагу, и у меня темнело в глазах. Эксплуатация детского труда — это о моих детях, которые добровольно, с радостью помогали мне строить нашу жизнь. Ненадлежащие условия — это о нашем доме, который был, может, и не богатым, но всегда чистым и уютным. «Они и начали», — глухо сказал я, показывая письмо Диме. Дима прочитал. Его лицо окаменело. «Значит, будем встречать. Дед, мы должны все подготовить, чтобы комар носа не подточил». И мы начали готовиться к инспекции, как к войне. Мы выскребли весь дом до блеска, покрасили рамы на окнах. Я даже достал свои немногочисленные награды за труд, почетные грамоты еще с советских времен, и повесил их на стену. Мы с Романовым, нашим юристом, составили подробный план. Он велел нам вести себя спокойно, отвечать на все вопросы и ничего не скрывать. В день приезда комиссии у меня с самого утра кололо сердце. Я выпил свои таблетки, но это не помогало. Я смотрел на детей. Они стояли нарядные, причесанные, но в их глазах была такая тревога, что у меня сжималось сердце. Мы ждали их как приговора. Приехали 2 женщины. Одна строгая, в очках, с папкой в руках. Другая помоложе, с сочувствующим взглядом. Они ходили по дому, заглядывали в каждую комнату, осматривали холодильник, проверяли спальные места детей, задавали вопросы. «Михаил Петрович, а правда, что дети работают на ферме?» — спросила строгая. «Правда», — ответил я. «Помогают мне, по собственному желанию. Это наше общее дело, наша семья». «А в школу они успевают ходить? Уроки делают?» «Успевают», — вмешался Дима. «Я в этом году школу с золотой медалью закончил. Соня — круглая отличница». «А вы, молодая леди», — женщина повернулась к Соне, «вы не чувствуете себя ущемленной? Может, вы хотели бы жить в городе, ходить в кино, в торговые центры, а не возиться с коровами?» Соня посмотрела на нее прямо и твердо. «Я живу там, где моя семья, и я счастлива здесь. Счастливее, чем была бы в любом торговом центре». Женщины переглянулись. Они поговорили с Аней, которая рассказала им, как любит дедушку,
как они вместе пекут пироги и как она сама нарисовала этикетки для сметаны. Когда они уходили, та, что была помоложе, задержалась в дверях. «Не волнуйтесь, Михаил Петрович», — тихо сказала она. «Мы все видим. Видим, какая у вас замечательная семья. Это была маленькая победа, но мы знали, что это только начало. Главное сражение было впереди». В ту ночь я долго не мог уснуть. Я вышел на крыльцо и смотрел на звезды. Я думал о Светлане. Пытался понять, что должно было произойти с человеком, с моей маленькой девочкой, чтобы она превратилась в это холодное, расчетливое существо. Неужели та счастливая жизнь, к которой она так стремилась, этого стоила? Я вспомнил ее в детстве. Как она смеялась, как бегала по этому самому двору, как засыпала у меня на руках. И мне стало невыносимо жаль. Не себя, не детей, а ее. Потому что она в погоне за призрачным счастьем потеряла самое главное, что у нее было. Она потеряла нас. И, кажется, даже не заметила этого. Я знал, что впереди нас ждет суд. Нас будут поливать грязью, будут пытаться доказать, что я старый маразматик, а мои внуки забитые и несчастные. Но, глядя на спящий дом, в котором бились 3 дорогих мне сердца, я чувствовал не страх, а холодную, ясную решимость. Они могли отнять у нас деньги, они могли потрепать нам нервы, но они не могли отнять у нас главного. Того, что мы построили за эти 5 лет. Они не могли отнять у нас нашу семью. И за нее я был готов бороться до последнего вздоха. Суд был назначен на конец октября. Эти осенние недели тянулись мучительно долго. Воздух был пропитан запахом прелых листьев и холодной, промозглой сыростью, которая, казалось, проникала в самый дом, в самые кости. Я все чаще просыпался по ночам от тупой боли в груди. Врач из райцентра, к которому меня свозил Дима, строго-настрого запретил мне волноваться, выписал новые таблетки и что-то говорил про слабое сердце, но я его почти не слушал. Какое может быть спокойствие, когда на кону стоит все, чем ты живешь? Наш юрист, Сергей Петрович, работал не покладая рук. Он готовил нас к заседанию как к главному бою в жизни. «Главная правда, Михаил Петрович», — говорил он. «Но правду нужно уметь подать». Он собирал характеристики из школы на детей, справки от нашего участкового, от главы сельсовета. Соседи, узнав о нашей беде, как один подписали коллективное письмо в нашу поддержку. Степаныч, мой верный друг, даже хотел ехать в суд свидетелем, но я его отговорил. Не хотел втягивать его в эту грязь. Чем ближе был день суда, тем сильнее я ощущал хрупкость всего, что мы построили. Я смотрел на свой дом, на старую яблоню, посаженную еще моим отцом, на коров, лениво жующих сена, на смеющихся детей, и ледяной страх сжимал мне сердце. Что, если у них получится? Что, если нас вышвырнут отсюда, а на этом месте, где похоронены поколения моих предков, где каждый камень помнит смех моей Вали, вырастут безликие коттеджи для чужих сытых людей? Накануне суда мы сидели на кухне. Было поздно. За окном выл ветер. «Дед, может, тебе не ехать?» — вдруг сказал Дима. «Ты плохо выглядишь. Мы с Сергеем Петровичем сами справимся». «Поеду», — отрезал я. «Это мой бой, и я должен быть там». Соня подошла и положила мне руку на плечо. «Мы все поедем. Вместе». В тот день я надел свой единственный приличный пиджак, который висел в шкафу со дня похорон Вали. Дети тоже оделись во все чистое, но выглядели как семья, идущая на праздник, а не на войну. Здание районного суда было серым и казенным. В душном коридоре мы столкнулись с ними. Светлана была в строгом брючном костюме,
который делал ее еще более жесткой и чужой. Рядом с ней стоял Вадим, источая самодовольство и уверенность в своей победе. Они привели с собой дорогого столичного адвоката, который смотрел на нас, как на грязь под ногтями. Светлана отвела глаза. Она не могла или не хотела смотреть нам в лицо. Заседание началось. Их адвокат говорил долго и красиво. Он рисовал картину, в которой я был старым, выжившим из ума тираном, который заставляет своих несчастных внуков батрачить на ферме, лишая их детства и будущего. Он представлял Светлану как любящую мать, которая долгие годы страдала в разлуке с детьми, и теперь, обретя стабильность, хочет лишь одного — дать им нормальную жизнь. Он сыпал терминами, статьями законов, говорил о правах ребенка, о перспективах городского образования. Я слушал его и чувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. В его лживой и гладкой речи все выглядело так убедительно. Наша жизнь, наш труд, наша любовь — все это он выворачивал наизнанку, превращая в уродливую карикатуру. Когда слово дали Светлане, она говорила заученно, без эмоций, глядя куда-то в стену. Рассказывала, как ей было тяжело, как она скучала, как плакала по ночам. Я смотрел на нее и не узнавал. Это была не моя дочь. Это была актриса, плохо играющая свою роль. Потом вызвали меня. Я шел к трибуне на ватных ногах. Я не готовил речей, я просто начал рассказывать. О том утре, когда нашел записку. О том, как учился заплетать косы и варить кашу. О ночных кошмарах Анечки, о молчании Сони, о тяжелом взрослении Димы, о том, как мы нашли тетрадь Вали и как, цепляясь за нее, как за соломинку, начали выкарабкиваться. Я говорил о нашем общем труде, который стал для нас спасением. Я говорил не для судьи, не для адвокатов. Я говорил для своей дочери, надеясь, что хоть что-то человеческое в ней отзовется. Когда я закончил, в зале стояла тишина. Я посмотрел на Светлану. По ее щеке катилась слеза. Одна единственная. Но Вадим тут же что-то шепнул ей на ухо, и она снова надела свою ледяную маску. Последним выступал Дима. Ему уже исполнилось 18, и он имел право говорить от своего имени и от имени сестер. Он вышел к трибуне, высокий, серьезный, уже не мальчик, а мужчина. «Ваша честь», — начал он спокойным, ровным голосом. «Я слушал все, что здесь говорилось. И я хочу сказать одно. Моя мать...» Он сделал паузу. «Гражданка Беляева говорит о лучшем будущем, которое она хочет нам дать. О репетиторах, об институтах, о возможностях. Но за все эти 5 лет она ни разу не поинтересовалась, а чего хотим мы. Она ни разу не спросила, как мы живем. Она говорит о правах, но забывает об обязанностях». Он повернулся к Светлане. «Ты говоришь, что хочешь забрать нас в лучшую жизнь. Но ты не знаешь, что для нас лучше. Ты не знаешь, что Соня мечтает стать ветеринаром и уже сейчас помогает нашему Степанычу лечить его коз. Ты не знаешь, что Аня рисует лучше всех в классе и хочет пойти в художественную школу здесь, в райцентре. Ты не знаешь, что я уже подал документы в сельскохозяйственную академию на заочное отделение, потому что хочу развивать нашу ферму, нашу землю. Ты ничего о нас не знаешь, потому что тебя не было рядом». Он снова повернулся к судье. «Нас воспитал наш дед. Он научил нас главному — работать, любить свою землю и держаться друг за друга. Он отдал нам всего себя без остатка. А наша мать, она приехала не за нами. Она приехала за землей и деньгами. Мы для нее лишь средство для достижения цели.
Мы не хотим такого будущего. Наше будущее здесь, на этой земле, рядом с нашим дедом. И это наш окончательный выбор. Он закончил и пошел на свое место. В зале стояла мертвая тишина. Судья, пожилая женщина с уставшими глазами, долго смотрела на Диму, потом на Светлану, потом на меня. «Суд удаляется для вынесения решения», — объявила она. Эти полчаса ожидания были самыми длинными в моей жизни. Мы сидели, держась за руки. Светлана и Вадим стояли у окна, о чем-то тихо переговариваясь. И вот судья вернулась. Она читала решение долго, сухим, монотонным голосом. Я почти не понимал юридических формулировок. Я уловил только последнюю, главную фразу. В исковых требованиях гражданки Беляевой Светланы Вадимовны отказать в полном объеме. Мы победили. Я почувствовал, как напряжение, державшее меня все эти месяцы, отпустило. Голова закружилась, в глазах потемнело. Последнее, что я помню, это испуганные крики детей и как Дима подхватил меня, не давая упасть. Очнулся я уже в больничной палате. Рядом сидели все трое. Бледные, с заплаканными глазами. «Деда!» — Аня бросилась мне на шею. «Ты очнулся!» «Что? Что случилось?» «У тебя сердце прихватило», — сказал Дима. «Инфаркт. Врачи говорят, еще бы немного и... Но сейчас все хорошо. Тебя подлечат. Главное, мы победили, дед. Мы победили». Я лежал и смотрел на их родные лица. И я чувствовал не боль, а безграничное, тихое счастье. Через 2 недели меня выписали. Когда мы подъезжали к дому, я увидел на крыльце Ивана Степановича и еще полсела. Они встречали нас хлебом-солью, как героев. Жизнь потихоньку вошла в свою колею. Мы снова работали, смеялись, строили планы. Дима поступил в академию, Соня записалась в кружок юных натуралистов, Аня выиграла районный конкурс рисунка, Светлану я больше не видел. Говорят, они с Вадимом сразу после суда уехали из города, продали квартиру и уехали куда-то за границу. Она не звонила, не писала. Она просто исчезла. На этот раз, кажется, навсегда. Иногда, тихими вечерами, когда я сижу на крыльце и смотрю, как заходит солнце, я думаю о ней. И в сердце моем нет ни гнева, ни обиды, только тихая грусть и жалость. Она искала счастье где-то там, за горизонтом, в больших городах и дорогих вещах. А оно было здесь, в скрипе старых половиц, в запахе свежего хлеба, в смехе детей, в любви, которая не требует ничего взамен. Мое сердце теперь работает с перебоями. Врачи говорят, мне нужно беречь себя. Но я знаю, что каждый новый день, подаренный мне, — это подарок. Подарок, который я могу провести со своей семьей. Я смотрю на своих повзрослевших, красивых, умных внуков и понимаю, что прожил жизнь не зря. Меня зовут Михаил Петрович. Мне 76 лет, и я самый счастливый человек на земле, потому что моя земля и моя семья со мной, а большего мне и не надо.